Вы смотрите новости на Якутия-24, в студии Иван Лазаренко, и коротко о главных темах этого выпуска. Президент России Владимир Путин вручил награды ликвидаторам последствий пожаров и паводков в регионах. Среди награжденных и якутяне. Восточный экономический форум продолжается. Расскажем о событиях третьего дня мероприятия. В Нерюнгри полным ходом идет подготовка к отопительному сезону. На каком этапе сейчас работы? Президент России Владимир Путин, прибывший сегодня в Благовещенск, вручил награды ликвидаторам последствий природных пожаров и паводков в регионах. Среди награжденных десантник пожарный Бердигистяхского авиаотделения Якутской базы авиационной охраны лесов Егор Захаров, десантник пожарной Якутской базы авиационной охраны лесов Борис Кручинин и старшина внутренней службы Семен Пазынич. Также к награде представлен мастер участка Бяськёль Спиридон Яковлев, который во время пожаров не допустил переброса огня на котельную и резервуар с топливом, самостоятельно устранив угрозу распространения огня. Что касается леспожарной обстановки, то на территории республики на сегодняшний день действует 27 лесных пожаров. Работы по тушению проводятся на 7 очагах. Локализовано 4, ликвидировано 22 пожара. Всего к работе привлечено 265 человек и 23 единицы техники. Приближенных и угрожающих населенным пунктам пожаров нет. Для тушения лесных пожаров, мониторинга обстановки и передислокации личного состава на территории республики привлекались 7 воздушных судов. Работал самолет-зондировщик Ан-26 подвесным оборудованием «Веер», который применялся на территории Сунтарского и Мирнинского района. В результате работы самолета большое количество пожаров в Мирнинском районе потушено. Работа по тушению пожаров идет в 4 районах. Это Мирнинский, Сунтарский, Уйсмайский и Чурапчинский. Тем временем Якутия продолжает провожать специалистов, которые помогали в тушении лесных пожаров. Третья группа сотрудников авиалесоохраны сегодня отправляется на родину. Это абаканский отряд в количестве 91 человека, который в течение почти 2 месяцев боролся с природной стихией. Работали на тушении лесных пожаров в Сунтарском, Верхневилюйском, Вилюйском, Усть-Майском районах. Силами отряда потушено 30 очагов. Устранена угроза населенным пунктам Комсомольский, Тумул, Харо, Буровой Сургутнефтегаз, Алмазный, Чапаево, Тымпы и Чай. На построении Дмитрий Садовников вручил 11 инструкторам благодарственные письма. Наша работа заключалась в том, чтобы ликвидировать, локализовать ваши пожары. По-разному это делается. И копали минполосы, и тушили РЛО, где это возможно, потому что территория разная, есть беломошник, есть песчаники, то есть по-разному все тушится. Очень хорошо помогала администрация с техникой, направляя технику. Глава Якутии Айсан Николаев рассказал об открытии сроков охоты в республике. Илдархан подчеркнул, что получает много сообщений с вопросами об открытии сезона охоты. И в своем инстаграм отметил, что сезон охоты откроется, когда будет снят режим ЧС. При благоприятной противопожарной обстановке режим ЧС может быть отменен уже в начале новой недели. Глава региона также призвал всех быть ответственными и аккуратными при нахождении в лесу. Глава Якутии принял участие на сессии по вопросам подготовки управленческих кадров для развития Дальнего Востока и Арктики «Муравьев-Амурский 2030». Главы субъектов Дальнего Востока поделились опытом своей работы по подготовке административных кадров на территории своих субъектов. Так, глава Якутии рассказал о высшей школе инновационного менеджмента, где сегодня получают образование многие руководящие кадры. Также рассказал и о других не менее важных проектах. В целом, опыт Якутии заинтересовал многих участников данной сессии. Необходимость такой отдельной программы подготовки управленческого спецназа для Дальнего Востока и Арктики связана со спецификой регионов и особенностями работы по их развитию. Это 9 часовых поясов, экстремальный климат, регулярный ЧС, острые социальные и экономические проблемы, геополитическое значение данных территорий. Эти и многие другие факторы требуют сегодня особого подхода.
Возвращение к обычной доковидной жизни сегодня во многом зависит от самих жителей России, сообщил первый заместитель министра здравоохранения России Виктор Фисенко в кулуарах Восточного экономического форума. Фисенко призвал россиян прививаться против коронавируса, тем более, что в стране есть для этого все возможности. За последние 1,5 года наши ученые и фармацевты, и промышленность сделали достаточно серьезный шаг в этом вопросе. Мы разработали противоковидную вакцину. Мы первые ее в мире зарегистрировали и вывели на рынок, заявил Фисенко. Что касается эпидобстановки у нас в республике, то на 4 сентября выявлено 146 новых случаев коронавирусной инфекции. В том числе город Якутск 85 случаев, Алданский и Мирнинский районы по 6 случаев, по 5 случаев Вилюйский, Мегино, Кангаласский, Нерюнгринский, Усть-Алданский и Хангаласский районы. Ленский, Алепнинский, Чурапчинский районы по 4 случая, Аллайховский, Сунтарский, Таттинский районы по 3 случая. В Авено-Батантайском районе зарегистрировали 2 случая, а в Оленёкском районе выявлен 1 заболевший. За сутки лабораториями республики проведено 3796 исследований на коронавирусную инфекцию. Всего же с начала пандемии обработано уже 1 364 364 теста. В Нерюнгри прошло совещание межведомственной рабочей группы по подготовке к отопительному сезону. Все подробности в материале далее. Совместно с прокурором города главы муниципальных образований, ресурсоснабжающие организации и управляющие компании обсудили круг вопросов, которые они должны были решить к началу отопительного сезона. В целом работа проведена большая, в целом район готов, да? Получается паспорта готовности, и жилой фонд, и котельные, ресурсоснабжающие организации тоже будут получать паспорта готовности. Те мероприятия, которые должны были исполнить в ходе начала подготовки отопительного периода, в том числе постановка резервных источников питания, да, проведение ремонтных работ, эти работы фактически сделаны. Сотрудники прокуратуры в течение недели будут выезжать на места с надзорными мероприятиями, чтобы проверить исполнение подготовительных работ. У нас неделя, я думаю, есть, мы будем проводить проверки. В частности, поедем, как я вот сегодня озвучил, да, в Беркакит, посмотрим у ресурсоснабжающей управляющей компании наличие резервных источников питания, которые они закупили и должны были поставить. Вот посмотрим реальное, так сказать, реальное устранение выявленных нарушений, которые были в 2020 году. Исходя из погодных температур, будет определяться начало отопительного сезона. На сегодняшний день мы ждем решения о запуске тепла. Выйдет специальное постановление районной администрации, на основании которых мы уже главы городских поселений будем готовить свои. И при наступлении определенных температурных режимов на улице будет запущена система отопления в жилых домах и на объектах социального назначения. Все ремонтные работы по подготовке к отопительному сезону завершены. Заканчиваются работы по благоустройству города и замене труб. Те работы по асфальтированию, которые по погодным условиям не будут закончены до конца сентября, перенесутся на весенне-летний период. Ирина Кичигина, Вадим Барашков, Нерюнгри. Ну а мы возвращаемся во Владивосток. Якутия будет сотрудничать с Забайкальским краем в торгово-экономической, научно-технической и культурной сферах. Сегодня глава республики Айсан Николаев подписал соглашение в рамках заключительного дня Всероссийского экономического форума. Детали знает мой коллега Власий Сергеев. Прямо сейчас он выходит с нами на связь. Власий, я тебя приветствую. Тебе слово. Иван, я приветствую тебя. Я нахожусь на площадке Всероссийского экономического форума, где вот буквально час назад глава республики Айсан Николаев и губернатор Забайкальского края Александр Осипов подписали соглашение, согласно которому регионы будут сотрудничать в сфере промышленности, транспортной инфраструктуры, агропромышленного комплекса и образования. Стоит отметить, что несмотря на то, что регионы сотрудничают на протяжении длительного времени, это соглашение стало первым в истории. Одной из основных задач сотрудничества является поддержка малого и среднего предпринимательства. Стороны также будут взаимодействовать по таким направлениям, как улучшение инновационной инфраструктуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства. Также будет вестись работа по сохранению исторического и культурного наследия, науки и спорта, здравоохранения, молодежной политики, социальной защиты и занятости. Подробнее о соглашении, о данном соглашении
подробнее нам рассказал губернатор Забайкальского края Александр Осипов. Предлагаю послушать. Мы два региона с суровыми климатическими условиями, с огромными пространствами, с не очень большим количеством населения и с огромным потенциалом и немалым количеством проблем. Много из этого просто зеркально похоже, просто очень похоже один регион в этом плане на другой. И когда мы объединяем усилия, во-первых, помогаем друг другу в решении проблем. Например, наши лесопожарные, в первую очередь парашютисты, работали на пожарах Якутии в этом году. Весной нам помогают силы соседних с нами регионов, ранней весной, когда у нас чаще пожары случаются. У нас Удаканское месторождение запускается благодаря тому, что изменяются режимы на якутской электростанции. Мы поэтому на год раньше пускаем соответствующее месторождение, горно-обогатительный комбинат. И много-много других примеров. Поэтому очень много примеров того, где мы можем не дублировать друг друга, а наоборот, объединяя усилия, совместно решать вопросы какие-то, сложные проблемы, реализовывать возможности. В заключение я хотел бы напомнить, что сегодня у нас идет заключительный день Всероссийского экономического форума. Глава республики Айсен Николаев с утра ведет свою работу. Так, далее он проведет встречу с руководством Фонда Всероссийского центра изучения общественного мнения и Национального института социологии и управления. Также Айсен Николаев примет участие в презентации второго сезона конкурса «Смотри, это Россия». Ну, на этом у меня к этому часу все. Иван, тебе слово. Власий, благодарю тебя. Напомню, на прямой связи со студией с Восточного экономического форума был наш корреспондент Власий Сергеев. Для восстановления 2 остановок советских времен на Покровском тракте столицы привлекут волонтеров. Идея их реконструкции принадлежит Центру компетенции по вопросам городской среды «Лето». Строительные работы практически завершены. Остались отделочные работы по восстановлению барельефов. Созданные более 40 лет назад объекты довольно хорошо сохранились. Художники планируют возвратить им первоначальный вид. Помимо этого, инициативная группа намерена решить вопрос с переносом одной из остановок, так как она не действующая. В рамках нашего фестиваля мы обратились к подрядчику, у которого был опыт работы с бетоном, с барельефами. И сейчас идут просто строительные работы. Как закончат, мы решили оставить именно саму покраску барельефов арт-волонтерам. Мы хотим их собрать. И если вы услышали эту новость, можете нам написать на «Лето Якутия». Собираем арт-волонтеров, чтобы именно раскрасить вот эти вот барельефные, вот эти вот цветные стороны. В Москве состоялся благотворительный показ кинокартины якутского режиссера Дмитрия Давыдова «Пугало». Организатором мероприятия выступили журнал «Искусство кино» при поддержке прокатной компании «Профвзгляд». Отметим, что вырученные средства будут переданы в общественный добровольческий штаб по борьбе с лесными пожарами. Организаторы сообщили, что многие зрители предпочли выкупить билеты в качестве пожертвования в помощь Якутии. Благотворительность – это как бы акт сопричастия одной истории с другой. В нашем случае фильма и зрителя. Потому что кино – это общественная культура. Для нас этот показ не способ показать просто фильм, а чтобы мы после сеанса собрались, обсудили, что мы об этом думаем, как мы связываем одни вещи с другими и обсуждаем общую тревогу за природу Якутии, которая является природой целой нашей страны и планеты. 8-летняя ученица Якутской городской классической гимназии, чемпионка России по русским и международным шашкам Амелия Бурцева уверенно одержала победу во всех 3 программах возрастной категории до 9 лет на первенстве мира по шашкам. Отмечается, что турнир проходил в Каппадокии. Первенство мира проводится под эгидой Международной федерации шашек. Победители определяются по сумме очков, набранных на всех этапах. К этому часу пока все, но о развитии событий расскажем в наших следующих выпусках. Не переключайтесь.